В общем, я понял, что я должен быть там, где мои друзья, мои одноклассники, однокурсники. Я знал, и если даже я не приехал бы, я не перестал бы себя уважать, ненавидел бы себя, наверное. И потом я понял, что там, где мои друзья, там я буду чувствовать себя просто мужчиной рядом. Это взаимовыручка, поддержка, наши шутки по школе, по университету. Нам все это помогут. Ну, да, дисциплина, это само собой. Ну, просто, как сказать, рядом, плечом к плечу, наша дружба, это все и поможет нам выстоять и победить. А я не сомневаюсь ни на секунду в нашей победе. Мы ведь за правое дело сражаемся. А те, кто стоят сейчас против там, за Гумистой, где я нахожусь, и я с ними иногда вот так вот просто в бинокль смотрю, вижу их, они уже мне не друзья, они мои враги. И я знаю, что если не выстрелю я, они выстрелят в меня. Здесь уже дружба кончается, даже не стоит о дружбе никакой говорить. Этого парня мы все хорошо запомнили. Шла война, но интервью абхазского журналиста Жоры Гуля с армянином княжеского происхождения вызвало улыбку и робкую надежду, что все будет хорошо. У меня жена абхазка тоже, и родня моя все абхазцы здесь. Я в основном дружил с абхазами, ребята, честно говоря. У меня не было такого, что половина грузины, ребята, друзья, половина абхазы. Еще больше тяготел больше к абхазам. Их гостеприимство, вообще их сладкие люди, понимаешь, добрые люди. А я сам по характеру такой, мы нашли быстро общий язык. Не хвастаюсь. Я из княжеского рода, и последняя семья, последняя единица княжеская не только в Сухуми, но и в Абхазии, и в Грузии тоже. И когда я услышал, что приезжали с Армении люди, которые говорят, что мы не верим, что есть тут армянский батальон, и армяне сражаются, они одинаковая вера, армяне и грузины. Значит, а абхазцы половина мусульмане. Ну как это предать своих братьев по вере? Ну вот, кто меня сейчас смотрит по телевидению, я вот живой пример. Я не просто армянин, я армянин потомственный, благородных аристократических княжеских кровей. Ничего, что я рядом с тобой сижу, нет? Нет, ничего. Мы ведь знаем друг друга. Я просто хочу тебе сказать, что все-таки дело не в роде, вот, мне кажется, совесть. У кого она проснулась и не дала ему покоя, спокойно спать, спокойно есть, там, где убивают твоих друзей, где ни в чем не повинных мирных граждан. Ты знаешь, то, что обворовали людей, ограбили, это все наживное, это все можно было со временем нажить. Хотя и это обидно, люди всю жизнь трудом своим наживали, вот так пришли эти бандиты, гангстеры оттуда, индейцы. Какой бы ты хотел видеть нашу Абхазию после победы? После победы, прежде всего свободную. Свободную в плане того, что, как мы жили до этого, честно говоря. Грузины нам фонды спустят. Мы ведь все тут производили. Не лично я, вот мои братья, мои родственники. Чай, мандарины, лимоны, цитрусы, это все. А везде ведь на этикетках было грузинский чай, грузинские цитрусы. Капельку только оставляли для нас, а остальное все забирали себе. Мы ведь знаем, чья это земля, боже мой. Я, например, как историк, немного историк, я юрист, могу сказать, раньше земля абхазская тянулась аж от Кутаиса и до Туапсе. Абхазию Эрик Рштуни считал своей единственной родиной. Здесь он родился, здесь закончил 10-ю школу, получил юридическое образование в АГУ. И после прохождения военной службы работал следователем в Сухумском ГУВД. В семье осталась кассета, в которой по улицам довоенного Сухума гуляет Эрик и рекламирует фильмы своего вновь открытого первого видеосалона в городе. Улица Инчепану есть Сухуми? Инчепану.
С детьми мне повезло в жизни. Это моя единственная радость. Я с ними была очень дружна. Все они меня слушались. Вся моя жизнь прошла в 10-й школе. Потому что не было ни одного дня, чтобы я там не появилась. Там была комната, где собирались учителя и 2-3 родителя, вот с которыми мы дружили. И вот там мы все вопросы решали. Учились все хорошо, даже троечников у меня не было. 4 и 5 у всех 6. Все выросли в этой 10-й школе. И когда отец наш работал всю жизнь в России, и на каникулы мы к нему туда ездили всей семьей. Свою будущую супругу Эрик знал еще в школе, где они вместе учились, а потом и в АГУ. Жена Эрика, Инга Кутарба, вспоминает его как хорошего семьянина и любящего отца. У них родился сын Александр, но во время войны Эрик решил назвать его своим именем, потому что его армянское имя было Сагател. Когда началась война, Эрик-старший находился в России и в видеосюжетах об Абхазии узнал своего тестя Иосифа Кутарба, который с первых же дней войны был на позициях. Эрик Штуни, конечно, не мог остаться наблюдателем боевых действий на своей родине. И вот когда началась война, мы были все там. Он тоже с нами, и вдруг он говорит: я уезжаю. Я говорю: сынок, ты посмотри, сколько людей приехали к нам оттуда, все здесь. Он всех благоустроил, отец наш. Куда ты едешь? Он говорит: мам, можешь себе представить? Ты можешь себе представить? Мы 4 брата учились в этой школе, и сейчас война. И если мы не уедем отсюда, мы не имеем права ходить по городу. Вот ты можешь себе представить, я буду идти, и вдруг я кого-нибудь из родителей встречу, у которых что-то несчастье в семье. Я уезжаю. Ну, в общем, короче говоря, как я его не умоляла, просила. В общем, я не смогла его уговорить. Нет, сказал, я не могу. Ну, вот он и уехал. Уехал, я все время созванивала с Ингой. Ну, понимаете, военное время что? Ну, все, кончилось. Это была страшная трагедия для нашей семьи. Все, я не оправилась после этого. Очень тяжело. Очень тяжело. Невозможно передать это все. Я не знаю, как я живу. Не спрашивал мне, иду на войну или что. Если спросил бы, все равно я ответил бы, понимаешь. Обидно, обидно, очень обидно. Эрик мой бесподобный ребенок был. Поэтому и внуку называю я сейчас Эрик, Эрик, Эрик. Вот внуку мою. Я называю его Эрик. Очень любил я его. Всех детей люблю, но он другой был, другой натуры человек был. Бесподобный человек. Сухумский батальон был сформирован в мае 1993 года в Новом Афоне из роты добровольцев из Кабарды и 2 рот сухумчан. Эрик Штуни становится бойцом Сухумского батальона под руководством Сергея Матасяна. В конце мая этот батальон был переброшен на Гумистинский фронт. Предстал передо мной такой живой, энергичный, улыбчивый. И вот именно он был носителем улыбки, носителем добра. Вот он был такой всегда полон оптимизма. Вот. И я стал присматриваться к нему, стал спрашивать у ребят, кто он, что он. Ну, мало ли, первое впечатление. А первое впечатление было просто прекрасным. Действительно, этот парень был незаурядным своей сути.
Вот его побольше сними. Он крупный специалист в области ядерной физики и химии. Подождите, это тот князь, которого показывали по телевизору, да? Что? Ну его показывали. Собственно, это у меня глаза все. закрываются. Их, наших героев все должны в лицо знать. Эрик, Нет, так почему не надо, так у меня носик кривой. А почему природа так всех армян создала с такими носами смешными? горбатыми, да? Сразу можно... Это чтобы любой национальность гриб сразу... стервятник. Не, национальность сразу, походу, определяет. Ну и шуточки у вас, князь. Люди, с которыми Эрик общался во время войны, отмечают, что он всегда улыбался, травил анекдоты, подшучивал над ними и в то же время рвался первым в бой, не знал страха, казалось, не боялся даже смерти. Глядя на него, хотелось жить и радоваться жизни. На позиции уходил и всегда мне говорил, пуля человека не выбирает. Говорит, я не знаю, я останусь жив или нет. Он находился с моим отцом в деревне в Звандрепшах. Они вместе ходили на войну. Моему отцу было 62 года, его Бабаду называли, где он воевал. И они все время обменивались, ходили на позицию, обменивались гранатами, патронами. Всегда говорил мой напутствие моему мужу, будь осторожен, сынок, у тебя жена, сын, прошу тебя, говорит. Он говорит, как я буду смотреть в глаза матерей моих друзей, говорит, если я не сделаю, чтобы мы победили. На войне, говорит, честь превыше всего. И мы не сдадим, говорит, Сухуми, мы победим. Эрик Раштуни погиб 16 сентября 1993 года при освобождении столицы в районе Учхоза. Он не дожил 14 дней до Дня Победы. Вся ответственность на Нижнем мосту в начале операции лежала на Сухумском батальоне, который должен был взять плацдарм и обеспечить проход других частей. И после того, как мы заняли плацдарм, четкой линии разделения между нами не было. Грузины постоянно предпринимали контратаки, и мы то уступали один дом, то шли дальше, то есть она варьировалась, да, и трудно было угадать, в какой момент мы где находимся. Но это в пределах, там, предположим, там 30-50 метров. Мы то вперед, то назад, вот, то есть подпуская их ближе, мы контратаковали, то они контратакуют и так далее. И вот в такой момент попал Эрик, да, он тогда догонял наш батальон, то есть мы уже перешли в наступление, уже у нас были контактные бои. И вот в такой как бы и ситуации, когда мы оставили этот дом, чтобы их подпустить ближе, он выбежал на открытое пространство и был фактически расстрелян в упор. Вот. И это была первая потеря, которую мы понесли вот, в начале сентябрьского наступления. Я считаю, что он герой, потому что все, кто сложил голову и сложил ее на поле боя, не прячась, они все герои. Тело Эрика смогли вытащить с места боевых действий только через 2 дня после смерти. Похоронили его в Звандревше, однако сразу после победы перезахоронили в Сухуме в парке боевой славы. На панихиду пришли все знавшие его сухумчане, люди, пережившие голод и смерти.
сухумчанином, любил свой город, как и всю Абхазию, в принципе, но хотел, наверное, не в таком, конечно, возрасте, но находиться у себя в городе. И мы приняли решение, что он должен быть в Сухуми, да, и семье было бы, наверное, так ближе просто находиться и рядом с ним. Приняли такое решение похоронить его здесь, в парке боевой славы. Когда началась война, Эрику-младшему было всего 5 лет. Однако, находясь в оккупированном Сухуми, он испытал на себе все тяготы войны. Тем, как ты растешь, как что-то хочешь для себя в жизни открыть, тебе очень сильно не хватает отца. Но могу сказать так, что вот именно вот эти события в моей жизни, они вот почему-то вот настолько отпечатались и остались у меня в памяти. Я нахожусь в том же возрасте, в котором находился мой отец, когда его не стало. Скажу, что некие вещи я, наверное, где-то в жизни пропустил, но вот именно вот это вот мне очень сложно забыть, потому что на тот период на самом деле происходили жуткие вещи. С учетом того, что я практически всю войну находился в Сухуми. Была война, я находился со своей бабушкой. В силу определенных обстоятельств получилось так, что не оказалось ни отца, ни матери рядом со мной, но опять-таки это война. Могу сказать, что ждал, вы не представляете как, когда же придут, когда же заберут и когда это все закончится. Нам было очень тяжело. Мы выживали, просто выживали. Я не хочу говорить о некоторых подробностях, но тем не менее нам и есть нечего. Иногда бывало, что было нечего. Но тем не менее мы выжили. Но выжили и дошли, правда, не все до окончания этой войны. И я находился, еще раз повторюсь, с бабушкой, которая, в принципе, не дожила буквально пару дней до взятия нашего города. Также и отец погиб 16 сентября, в 11 дней не хватило ему для того, чтобы прийти, обнять и свою семью. Моя мама была бы жила бы, еще бы жила бы после войны, если бы не эта война. Мою маму убил грузин, сосед, во время, когда они убегали, уже наши ребята в Абхазию зашли, они убегали, и сосед ее застрелил. Она заползла в дом, и дом он сжег. Пока он не сжег, он не ушел с этого места, и моя мама погибла во время войны. Туля Джупа. Она бы и до сих пор жила бы, но она не знает о смерти. Эрика не знала. Но мой папа дальше пошел воевать, в Гальский район, и он не знал о смерти моего мужа, моей мамы. Он когда вернулся, я была уже в Сухуми 27 сентября, а ее убили 25 сентября, мою маму. И он не в курсе был, он мне говорит: доча, говорит, прости меня, что я не смог спасти твоего супруга, говорит, а я говорю, а ты меня прости, твою жену. И вот так вот мы встретились и жили, мы все втроем, мой сын, мой отец и я. В любимой Эриком 10-й школе мы нашли стенд с его фотографией. Здесь есть даже класс имени Эрика Рштуни, куда частенько заглядывает его сын Эрик-младший. На мой вопрос, к какой национальности он все же себя относит, Эрик Рштуни-младший ответил так. Я армянин, и причем, как мой отец всегда говорил и гордился этим, армянин не просто армянин, а благородных, аристократических, княжеских кровей. Соответственно, я и также горжусь этим. Но, тем не менее, воспитан, конечно, я с учетом того, что у меня мать абхазка, в понимании абхазском,
Апсу Арасалу. То есть, соответственно, все понимаю, все знаю. Так получилось, что с детства я ходил и в абхазский садик, в абхазскую школу. Ну и тут и абхазский язык от меня далеко не ушел. То есть я и разговариваю, и понимаю. Ну, конечно, хотелось бы лучше, но тем не менее. Горжусь тем, что армянин, но тем не менее я живу в Абхазии, знаю, где я живу, и люблю свою родину. И стараюсь этого тоже не потерять на самом деле. Я буквально каждое 27 сентября, получается так, что день взятия города, мы приезжаем, вот Нижняя Шера, вот Шхоз, я стал приезжать, а ребята, те, Сухумский батальон, который есть, конечно, они собираются постоянно. А там обелиск, и, соответственно, эти люди приезжают и вспоминают тех ребят, которые ушли, которые стояли с ними рядом. И вот в некоторые моменты, допустим, когда я вот первый раз туда приехал, они меня увидели, я не знаю, сходство, конечно, это со стороны, конечно, виднее, но тем не менее, когда они меня увидели, они сказали: о, Эрик приехал, Эрик у нас не умер, Эрик жив, давай иди к нам. И что самое интересное, из года в год, каждое 27 сентября мы собираемся, я стараюсь это не пропустить. А если даже захочу, наверное, пропустить, они мне этого не дадут, потому что звонят, говорят о том, что делают, где собираются. И на самом деле очень много историй жизненных, которые и там я слышу, и вообще общаясь с теми людьми, которые принимали участие в этой войне, ну, это и весь народ, наверное, Абхазии. И здесь, на самом деле, у каждого своя боль. Летие, которое нас ожидает 30 сентября, это, наверное, великий большой праздник для Абхазии, для всех, для нас, для тех людей, которые здесь живут. Хотелось бы, наверное, всех поздравить, потому что 25 лет – это не маленькая дата. Растут дети, да, тем, которым уже 25 лет, это далеко уже не дети, и они живут в своей стране. Они живут в свободной Абхазии, независимой. Да, есть старания, есть развитие, что-то нравится, что-то не нравится, но тем не менее мы знаем, что это наше. А все остальное, я думаю, все у нас в жизни получится. Поздравить хочу всех этих людей, пожелать просто одного, чтобы не приходилось таким вот образом вставать на защиту своей Родины.